Зависимые люди боятся смотреть правде в глаза и не признают свою проблему. За последние годы, согласно статистике, количество употребляющих все виды химических, наркотических веществ в России стало только больше. Ежегодно в нашей стране только от одних наркотиков умирает больше 4000 человек. Собравшиеся здесь за круглым столом уверены, профилактику нужно вести с раннего возраста, когда ребенок учится говорить и берет в руки первый гаджет. Статистика не радует и в Ингушетии. По данным собравшихся в республике более 7000 зависимых. Это и наркомания, алкоголизм, игромания, токсикомания и не только. По опросу, который провели среди бывших зависимых, выяснилось, что многие познакомились с опасными веществами в кругу друзей. А самые распространенные – модный наркотик – синтетические. Вот теперь посмотрите, опять же, 37% отвечает это таблетки. И второй по объему ответ – это 28%, это методом, опять же, синтетика. То есть это тоже нам дает понять о том, что самые распространенные и самые вызывающие, в большинстве случаев вызывающие зависимость, это есть вот именно вот эти виды наркотиков. Разговор действительно о важном. Наркоман – это не всегда тот, кто употребляет лишь наркотик. Сейчас десятки запрещенных веществ, которые оказывают сильное воздействие на организм и вносят человека в группу зависимых. Клинический психолог Олег Моисеев уверен, что ситуация с наркоманией в стране на критическом уровне. В каждом регионе свои методы борьбы. В Ингушетии многие избегают наркотики из-за богобоязненности. Совокупно это 9% молодых людей из религиозных соображений останавливаются, не употребляют наркотики. Это очень высокий результат. Я не думаю, что я просто очень много работаю с Русской Православной Церковью в подготовке специалистов, да, у нас там отцы Русской Православной Церкви работают по нашим программам профилактики. Вот. И я не могу сказать, что у нас Русская Православная Церковь может похвастаться, да, такими результатами. Если бы мы сейчас целиком по российской популяции смогли сформировать такие цифры, кого сегодня у нас останавливает страх Божий перед употреблением, я не думаю, что мы набрали бы даже процент. Вот в чем дело. И это тоже надо понимать, это очень важный козырь, я бы сказал, в профилактической работе здесь, в Республике Ингушетия. И действительно, ислам против всего, что дурманит голову и наносит вред здоровью. Это отмечают и собравшиеся здесь богословы. Корт обеждол хам харам дэм маснин хождвейнс сабагда цу схам лелдэж волшсагу илец шимел халхитрдо шиц агарчан халхитрдо цу гунахчан халхитрдо цу цунгур зулндал тарлуцун. Остановить употребление и распространение наркотиков получится только общими усилиями, уверены собравшиеся за круглым столом. Каждый должен душой болеть за свой народ и будущее поколение. Мы со своей стороны готовы всегда поддержать вас. Вот, у нас есть такое понятие что это означает, что у нас хорошее чистое поколение есть. И это наше будущее. Я надеюсь, с такими людьми, как вы собрались, у нас вырастет чистое, хорошее поколение. Зависимыми большую работу проводит реабилитационный центр возрождения в Ингушетии. Вернуть вновь к нормальной жизни человека, который употребляет запрещенные вещества, очень сложно. Но практика показывает, что хорошие результаты есть. Уже 200 центр реабилитации. Это же был бы психолог, именно 12-шаговой программе всемирной на сегодняшний день. Самая известная, самая эффективная программа лархажиз. Даху дишанах быцыч оранхе, спортом заниматься доцар, полностью восстановить тут сагуши юхя уже жизни во всех сферах и сфере же здоровья, нахцер, психик, религиозные направления юхются. И восстанавливают тут саги. Родители очень часто не могут принять то, что их чадо, их ребенок зависим или употребляет. И до последнего момента просто даже не уходит на контакт со своим ребенком, сыном и так далее. Из-за того, что они не хотят принять то, что их ребенок зависим. После того, как они через какой-то период убеждаются в этом,
В дальнейшем бывают меры там, по общению, разговору, то рукоприкладству и так далее, чтобы как бы не прийти в центр, стыдясь из-за того, что неудобно, из-за того, что думает, испытает позор и так далее. То есть это такая череда, это не месяц, не два, это года проходит до того, как они узнают и поступают к нам в центр. С такими работать тяжело, да? С такими работать очень тяжело. Это не просто убрать зависимость человека. Это надо, бывает, человека перевоспитать уже, грубо говоря, конечно. Важно проводить профилактику в общеобразовательных и высших учебных заведениях, ведь интерес к употреблению появляется именно в кругу общения. Такие конференции в регионе будут проводить чаще. Наркомания, безусловно, проблема всего общества, которую нужно решать немедленно, пока не пострадал весь мир. Рина Сычева, Магомед Дидигов. Новости 24.